4 представит вам доклад «Реализация эколого-ориентированных образовательных программ дошкольников Республики Коми». Эколого-ориентированное мировоззрение в значительной степени начинает определять политику государства, планирование, развитие производства, медицины, культуры. Поэтому необходимость внедрения экологических образовательных программ начального уровня сейчас он очень актуально и не вызывает сомнений. За последние несколько лет большая часть дошкольных учреждений в Республике Коми успешно приступила к реализации эколого-ориентированных программ, рассчитанных на дошкольников, такие как юный эколог, природа, мы и другие перечислены. В рамках данных программ осуществляется экологизация знаний по рисованию, развитию речи, физкультуре, счету и так далее. Созданы и успешно функционируют различные варианты развивающей среды, экологические комнаты, музеи природы, эколаборатории и так далее. К примеру, на базе детского сада «Солнышко» города Лукшил имеется целый комплекс мини-музеев солнца, камня, хлеба и других. В Чимском детском саду Ударского района есть мини-музей царства грибов, полезные ископаемые минералы. В детском саду номер 110 города Ухты музей камня в гостях у хозяйки Медной горы. В детском саду 68 Сыктывкара и в детском саду номер 6 Емвы мини-библиотека, видеоплощадка и так далее. В детских садах Крайнего Севера воспитатели интенсивно используют на занятиях живые объекты, комнатные цветы, выращивание рассады на клумбах, изучение и подкормка птиц зимой. Ведут активное развитие поисковой деятельности во время прогулок на занятиях по экологии, оборудуют специальные центры опытно-экспериментальной деятельности, уголки экспериментирования, эколаборатории. К примеру, эколаборатории есть в детском саду номер 1 поселка Бахтыгов. Там они проводят различные эксперименты со льдом, снегом и так далее. То есть пришли с прогулки, там взяли снег, потом за ним наблюдать, как он тает, и какие-то элементарные основные такие вещи запоминают, изучают. Подобный опыт создает базу для перехода к экологическому воспитанию детей во всех детских садах республики. И в этом помощь может оказать учебно-методический комплект «Зеленый пакет». Начиная с сентября текущего года специалисты отдела экопросвещения ГБУРК Центр по ОПТ как раз начали работу над новым проектом «Юный эколог» с внедрением материалов ПМК «Зеленый пакет» для экологического воспитания дошкольников. Впервые «Зеленый пакет» был разработан для школ Польши в 2001 году. Сегодня «Зеленый пакет» разработан и внедрен уже в 18 странах Европы. При этом Республика Коми стала третьим регионом в России после Московской области и Санкт-Петербурга, в которых реализован данный проект. «Зеленый пакет» предназначен для учителей и учащихся школ, учреждений начального, среднего профессионального образования и дополнительного образования, учреждений культуры, а также для специалистов, занимающихся эколого-просветительской деятельностью. В «Зеленом пакете» особое внимание уделяется моделированию стереотипов экологически оправданного поведения человека в окружающей среде, формированию этических норм взаимодействия человека и природы. Сегодня возможность работы с материалами комплекта имеют все школы и библиотеки республики. А теперь присоединяются и воспитатели дошкольных учреждений. В системе непрерывного экологического образования как самые действенные выделяются два основных вида поисковой деятельности: опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности. Так, педагоги муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад номер 13 города Сыктывкара уже несколько лет ведут творческую работу по созданию и внедрению поисково-исследовательских проектов. Мир металла, история возникновения стекла, любимый огород. В этом году воспитатели вышли на новый уровень. Экологическое образование. За основу была взята программа «Юный эколог», которая включает две подпрограммы. Одна ориентирована на детей, а другая предназначена для взрослых. По ней можно осуществить повышение квалификации педагогов, занимающихся экологическим воспитанием детей. Именно здесь есть возможность использования материалов «Зеленого пакета». Основополагающий принцип деятельностного подхода в системе ребенок-природа реализуется в процессе ухода за комнатными растениями, животными, работы на участке, огороде и так далее. Однако с позиции экологического образования необходимо расширить рамки такой деятельности за счет совместного участия детей и воспитанников, получается, и педагогов дошкольных образований в различных массовых мероприятиях экологической направленности.
Для этого в Республике Коми проводятся следующие мероприятия. Марш парков, посади дерево, речная лента, кормушка, выставки поделок из природного материала, выставки фотографий, рисунков, различные конкурсы. Особо необходимо отметить детский сад общеразвивающего вида номер 8 Гусинска. Это единственное в районе учреждение дошкольного образования, в составе которого есть штатный педагог-эколог, по результатам работы которого организована исследовательская деятельность. Проекты «Это удивительная вода», «Мой огород, моя республика, мой город, моя республика, моя страна». Ведется опытная экспериментальная работа, открыт кружок детского экспериментирования «Ростов», цель которого развитие поисково-познавательной деятельности детей дошкольного возраста через занимательные опыты и эксперименты. В этом направлении Коми республиканский эколого-биологический центр традиционно проводит республиканский слет «Юные друзья природы» для детей и дошкольников. Необходимо отметить, что данный слет является уникальным в своем роде мероприятием эколого-биологической направленности, который проводится для воспитанников дошкольных образований учреждений республики. Также с 2007 года Минприроды РК осуществляется международный образовательный проект «Экологическое и культурное образование как инструмент международного сотрудничества», который реализуется совместно с Институтом экологического образования города Рамбасау, Финляндия. Таким образом, можно сделать вывод о том, что экологоориентированная проектно-исследовательская деятельность ведется в большинстве детских садов Республики Коми. Данные проекты направлены на расширение представлений дошкольников о природе как целостной взаимосвязанной системе, формирование у дошкольников обобщенных представлений о явлениях живой и неживой природы, формирование основ экологически безопасного, грамотного поведения в природе, бережного отношения к окружающей среде, умение прогнозировать и правильно оценивать последствия своих поступков. Как к этой работе привязаны родители? Есть несколько вариантов привлечь родителей к участию в работе с детьми. Не так, что на воспитателей детей, ну и все. Ну вот приведу, например, детский сад номер 13, с которым мы активно работаем сейчас, начали работу. Там проводился в том году конкурс «Экоигрушка», по-моему, и да, «Экоигрушка». И привлекали родителей тем, что договорились с одним магазином, какой-то там женской косметики, я уже не помню, сейчас не вспомню. Но смысл в том, что магазин, он как бы имел с этого рекламу, и в то же самое время он что-то наподобие подарков получал. И тем самым родители были заинтересованы. Вот. И это с одной стороны. С другой стороны, к примеру, когда в детских садах проводятся различные проекты, дети часто изучают элементарные вещи с помощью родителей. К примеру, тот же самый магнетизм. Детям раздавали задания, допустим, принести магнитики, да, из дома. И вот родители уже дома объясняли детям, как там, к чему магнитом, соответственно, притягивается, да, к чему нет, и занятия совместные проводят. То есть вот так. Можно я еще добавлю? И акции, массовые акции, то, что вот я уже сказал, да, то есть это тоже несомненно. Когда мы проводим различные массовые акции, часто видим, что родители приводят детей. Вот так. Я еще добавлю, так как Потому что у меня еще есть второй. Ольга Валентиновна, вопрос понятен. Николай Иванович поскромничал, он еще не сказал о том, что у нас работа ведется с детским садиком Межинского района, где они как раз вот вместе с родителями на, скажем, такой благотворительной основе сделали очень хороший аквариум. Как раз для того, чтобы проводить небольшие такие наблюдения за жизнью рыбок. И естественно, что независимо от того, какой возраст, маленький, средний, старший возраст, проводить различные занятия. То есть если маленькие детки, они различают цвет, форму и так далее, то взрослые дети уже могут понять, что такое. Ну, я скажу страшное слово, на самом деле там попроще. Например, что такое биогеоциноз. Ну, непосредственно Николай Иванович занимался вот этим проектом. Мы только-только начали, в основном, конечно, мы работаем со школьниками, педагогами школ, работаем с вузами, работаем с доп. Образованием. Нас не очень много, но тем не менее мы стараемся охватить всю республику. И в связи с этим второй вопрос. Если, скажем, такая большая работа сегодня проводится в детских садах, ну и формируется, так сказать, я понимаю, экологическое сознание у дошкольников. Дальше не исследовали ли вы, как это в школе
дальше проявляется? То есть насколько сформировано экологическое сознание в возрасте дошкольников и как потом это хотя бы в первом классе проявляется? Не исследовали дальше? Ну вот конкретно сейчас, да, Татьяна, расскажите. Да, можно я тоже добавлю? Если- Просто дольше работаю. Я могу еще сказать, что и до этого еще работала в школе практически 17 лет, гимназия Пушкина, экология, биология, химия, то есть преподавала. В основном у нас экология как предмет, он не ведется, его просто нету в программах, вы это знаете. Но начиная с 90-го года, 93-95 идет экологизация предметов. То есть когда на основании там, рисования, математики, русского языка и так далее приводятся примеры на экологическую или природоохранную, биологическую тему, ну, например, там решение задач, да, столько-то деревьев было, столько спилили, ну, я так немножко утрирую. Нужно сказать, что начиная с первого класса проводят такие занятия, как, например, экологическая цепочка пищевая. Поэтому детки не теряют. Вот единственное, на какой вопрос я сама лично не могу ответить, а что потом происходит со взрослыми людьми? Вот понимаете, вытекание не из того, что в первый класс они приходят и не знают, и теряют эти знания. Это все-таки не английский язык, да, который надо вот каждый день. Но вот куда это деваться, когда мы становимся взрослыми, образуются вот эти свалки, с которыми мы работаем. Почему мы проводим природоохранные акции? Установок, наверное, не формируется, да? Наверное, есть, но она, понимаете, она, наверное, наталкивается на экономику. Вот сегодня на пленарке мы слушали доклад по ЮГ-2. Ну это что такое? Понятно, что у нас не только значит, там изыскание по золоту, кварцу и так далее проводится, но ведь это взрослые люди, мы все понимаем, да, что вот здесь вот у нас превалирует именно экономическая сторона. Но с другой стороны, мы тоже не можем, например, на бабулек, дедулек, которые живут на дачах, на дачных участках и не имея машины, они не могут вывозить этот мусор. То есть почему образуются эти стихийные свалки? Вот эти вот вопросы, они решаются сейчас как в Минприроды Республики Коми, так и на более таком высоком уровне решаются, и с помощью денег образуются сейчас дополнительные места отходов, сбора ТБО, они временные, потому что у нас зима, к сожалению, 9 месяцев, и вывоз просто невозможен в некоторых местах. И потом вот эти вот межпоселенческие свалки, они уже потом вывозятся уже на более постоянное место. Спасибо. Да. Готовим исследования, которые вам нужны. Они вам сделают выпускные квалификационные работы. Мы уже с Академией Госслужбы работаем в этом направлении, поэтому только работать, допустим, по тем же экологическим тропам часто. Потому что темы нужны, тем более сегодня работодатели должны давать тему выпускных квалификационных работ. Давайте нам. Очень хорошо. Мы будем очень рады. Здесь вот на визитках, которые я оставлю, есть мой сотовый, рабочий телефон, есть электронная почта. Еще раз повторюсь, буквально вот на этой неделе идет у нас прием предложений по финансированию на следующий год. Пожалуйста, если есть какие-то проекты, мы всегда будем рады их поддержать. Можно, нужно. Будем ждать. Вопрос можно еще? Как вы считаете, вот в вашем проекте, в вашей деятельности преобладает что больше рациональности либо иррациональности? Сейчас я поясню, что до революции изучали закон Божий с самых низших ступеней. И в моем понимании, вот исходя из тех позиций, этой бы проблемы не стояло. Я считаю, что это направление тупиковое. Опровергните, пожалуйста. Я, наверное, не буду сейчас рассматривать с философской точки зрения. Я скажу только, что на сегодняшний день нету культурного человека без знания экологии. То есть человек, хорошо, мы не будем рассматривать экологию как науку, мы не будем рассматривать ее с точки зрения, как там гринписовцы вот штурмуют наши платформы и так далее. Не буду об этом говорить, я буду говорить вот о чем. Мы идем с вами в магазин. Мы выбираем какую-то продукцию. Если мы не знаем, что эта продукция находится в пластиковом стаканчике, который сделан из ПВХ, поливинилхлорид, и будем использовать вот это, то это значит, что мы просто наносим вред своему здоровью и так далее. Поливинилхлорид у нас окна, которые при пропускании солнечного света происходит образование молекул диоксина. Вы знаете, одна молекула, которая может теоретически вызвать рак человека. Об этом мы должны знать, и, естественно, должны знать об этом наши дети. Проблема не стояла бы, наверное, если бы не шагнула вперед техника и наука.
семимильными шагами рост, глобальный рост населения на Земле. Естественно, что для того, чтобы прокормить это население, мы идем, ну мы, имеется в виду, понятно, что те, кто занимается производством продукции, идет на то, что чтобы заменять продукцию, скажем, натуральную, какими-то различными другими добавками, которые просто есть нельзя. И тот же самый маргарин, майонез. Ну, еще раз, значит, взвешивая рационализм и иррационализм. Вот я говорю, я это вижу Значит, только получается, с философской, ну, здесь иначе не может быть, либо логизм, либо алогизм. Вот я считаю, что в итоге данное направление, оно алогично, потому что оно стоит на основе экономических принципов, а не каких-то духовных, нравственных, моральных. Почему? Экологическое, непрерывное экологическое образование, оно не тупиковое. Если выстроить всю систему, хотя по идее у нас оно уже есть непрерывное экологическое образование, то в итоге, если мы методику отшлифуем, то я думаю, сознание экологическое людей последующих поколений, оно будет. Обратите внимание, уже намного больше людей, которые обращают внимание на продукты, на воздух, на собирают мусор раздельно. Но здесь вот следующее. Вот, конечно, я приношу извинения, но в итоге образ и подобие. Вот у нас в итоге, уже несколько лет я проанализировал, на первом месте вот эти бутылки с водой. То есть мы воду льем воду, а в итоге ничего не меняется. Если взять, допустим, экологию Троицко-Печорского района, реки Печоры, то вот с каждым годом все хуже. Значит, получается новые буровые, новые вышки, все ломается, все ни во что. И там уровень, если взять, воздействие, именно исходя из экономических интересов, то, что было в Советском Союзе и сейчас, это небо и земля. То есть, как Илья Иванович сказал, в 2-3 порядка, если в порядках мы будем, урон наносится природе гораздо больше, чем тогда. И в итоге все вот эти картинки для детей, они значимы. Получается, войны не было, но война. Стоят дома сожженные, разрушенные, стоят, значит, эти лужи с нефтью, с бензином. Значит, река Печора в верховьях стала болотом. То есть в итоге, ну вы согласны, в итоге получается, все это мы просто-напросто воду льем, что вот так замечательно, а в итоге никакого на уровне год экологии был объявлен в России, охрана окружающей среды. А где эта охрана окружающей среды? То есть мы полили воду и все, она ушла в землю. Поэтому надо воспитывать дошкольное поколение, новое поколение, которое по-другому будет смотреть. Это все на уровне должно быть политики государства. Давайте, может быть, мы перенесем Данные коллеги не смогут ничего на уровне политики. дискуссию на конец. А То есть, воспитать когда мы новое устанем, поколение тогда мы будет будем не из так, этого. наверное, Коллеги, нет, этот Есть центр, предложение да. послушать Нет, остальных. просто Добавить, этот а центр потом- ведь не решит как бы полной проблемы. Но то, что они делают сегодня большую важную работу, это надо признать. Экологические знания нужны с самого маленького возраста. Спасибо за вопрос. Я думаю, мы еще потом Так, поговорим. коллеги,